В этом году в Башкирском государственном университете открылся факультет философии и социологии. Если раньше открытие подобного рода факультета сопровождалось определенного характера трудностями и всяческим контролем со стороны центра, то сейчас в связи с демократизацией высшего образования и ввиду наличия материальной и, самой главной, интеллектуальной базы, появилась возможность открыть свой философский факультет у себя в Башкортостане. Тем более, что мы в некоторой степени уже начинаем отставать в этой области, ибо в Оренбургском университете, который, пусть на меня не обидится оренбургские коллеги, на голову ниже, чем наш университет, философский факультет уже открыт позапрошлом году. 3-й год функционирует. Хотя основную базу докторов для них мы подготовили. Говоря в мажорном тоне о преимуществах и возможностях нашего родного БГУ, Байзит Сабирьянович не лукавит, ибо только на кафедре философии преподают 8 докторов наук, а всего в республике 23 доктора философских наук. Таким образом, мы в состоянии самодостаточно обеспечивать себя кадрами по философии. К тому же материальная база позволяет вести разговор на эту тему, и мы пока в первом приближении минимальными затратами открываем. Это хороший, престижный для классических университетов факультет. Там, где нет философского факультета, она не может называться хорошим университетом. А мы неплохой университет. Мы по рейтингу занимаем от 8 до 16 места среди 56 классических университетов. Так что нам самим Богом велено открыть философский факультет. Будучи в гостях на новоиспеченном факультете, мы не могли не обратить внимания на висевший на стене документ, так называемый сертификат, происхождение которого нам объяснили так. Без ложной скромности могу сказать, что этот сертификат выдан мне Британским библиографическим институтом, международным, интернациональным. Там они провели анализ, теперь модный контент-анализ по публикациям и так далее, по участию в международных конференциях. И вот они меня включили в число 2000 выдающихся ученых 20-го столетия. Сертификат об этом. Тут комментарии излишни. Кстати, за разговорами о новом факультете мы чуть было не забыли о его главном атрибуте – декане. Но кто, как не декан, будет руководить факультетом, заботиться о нем, ставить задачи и решать проблемы? Тем более накануне первых для факультета философии и социологии вступительных экзаменов. Факультет имеет общежитие на 100 мест. В этом плане материальная база у нас достаточно так прочна. И надеемся, что и такие же добросовестные, ответственные люди придут к нам на факультет. И мы начнем как полноценный факультет функционировать с 1 сентября.